думаю, сейчас вот про проект, который вы упомянули по именно оценке качества воды и по поводу нашей жемчужины озера Иссык-Куль мы чуть позже более основательно расскажем, так как на стадии, да, я поняла, данный проект разработки. По Иссык-Кулю? По Иссык-Кулю. По очистке, вы знаете, я хотела бы немножко добавить, что это будет не только очистка прибрежной зоны, но и очистка дна озера Иссык-Куль. Все это делается совместно с Госагентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства по их инициативе. Я думаю, что, в принципе, местное население, то есть и те же прибрежные курортные места и дома отдыха, они тоже будут привлечены. Кроме этого, у нас планируется привлечь непосредственно профессиональных дайверов, потому что мы собираемся выловить оттуда сети рыбацкие и так далее, то есть различные твердые бытовые отходы, которые могут быть найдены на дне. Хорошо. Сейчас я предлагаю перенестись на улицы нашего Бишкека и задать вопрос нашим горожанам о том, как они берегут воду. Сейчас вашему вниманию рубрика «Опрос», после которой мы продолжим обсуждение очень важной темы для нашей страны. Вода для нас дорого, конечно. Она чистая, надо беречь ее. Ну, конечно, в других странах воду самую чистую покупают сами, а у нас все бесплатно. Можно и беречь. Почему и нет? Ну, то есть у нас постоянная очистка есть. Это зона Неоновская от наших, ну как, я в компании работаю, и мы постоянно очищаем воду, и именно свою, но и пытаемся как-то тот же мусор не бросать в воду, так можно сказать. Да. Каким образом? Ну, экономим, где-то стараемся сэкономить, где-то стараемся ограничивать себя в чем-то, наверное, как-то. Поэтому... Ну, экономим. Руки намылил, закрыл, потом открыл, сполоснул. Ну и в таком формате. Сами. Мы постоянно дома, у нас электросчетчики, то есть счетчики стоят на холодную воду, на горячую воду и на все. Стараемся беречь воду. Стараюсь. Каким образом? Сейчас сложно ответить. Ну, стараемся беречь. Продолжаем наш эфир. Напомню, что вы смотрите программу «Кефир», уважаемые наши телезрители, на телеканале Киимуз, и номер нашего прямого эфира 592001. Мы сегодня говорим про экологию, про сохранность воды на территории нашей страны, поэтому вы можете присоединиться к нам по номеру выше обозначенному, а также оставить свои комментарии во всех наших социальных страницах. Мы будем вас ждать. И сегодня с нами Дмитрий Пруцких, международный консультант по экологическим вопросам Центра ОБСЕ, а также Эльмира Джумакадырова, координатор экологического направления Центра ОБСЕ. Сейчас посмотрели мы наш опрос, и весьма были даже забавные ответы, данные телезрителями. Каждый к своим каким-то решениям прибегает о том, как же сохранить, сберечь воду. А вот про счетчики мы послушали, как вы считаете. Мы знаем, что не обязательно каждому человеку устанавливать. Вот у меня лично дома нет. Как вы считаете, есть ли в этом необходимость? По моему мнению, лучше всего в обязательном порядке устанавливать эти счетчики как на горячую, так и на холодную воду. И в первую очередь я считаю, что это экономический стимул. То есть бережное отношение к воде, его необходимо воспитывать, так как чисто на сознательном уровне это, мне кажется, должно уйти несколько поколений. Поэтому экономически, если продиктовано поведение бережное по отношению к воде, это будет замечательно. Хорошо, я думаю, те, кто сейчас нас слушал, обязательно уже задумались о том, какие идеи им предложить и олицетворить уже у себя в доме. Вот Дмитрию Пруцких хотелось бы также задать вопрос относительно того же самого Орхус-центра. Расскажите, пожалуйста, какие результаты сейчас имеются относительно деятельности Орхусовского центра, какие плоды ваших трудов уже можно обозначить и рассказать о них с гордостью? Ну, во-первых, важно отметить, что Орхус-центр, допустим, который создан в Аше, он охватывает целый юг
Кыргызстана. Это одна организация, которая работает почти во всех районах на юге Кыргызстана. И они смогли этого добиться спустя только 10 лет. И 10 лет это взаимного сотрудничества с государственными органами, с партнерскими организациями, с международными организациями. Это доверие среди местного населения, чего не каждый из нас, может быть, может добиться. И доверие, оно заключалось в том, что люди стали приходить в Орхус-центр, обращаться с какими-то вопросами, поднимать какие-то экологические проблемы, связанные, допустим, с горнодобывающей промышленностью, горно-рудная промышленность. Да? И люди поняли, что есть организации, куда можно прийти, где можно поделиться, где можно получить ту или иную информацию. Самое главное, получить консультацию от тех или иных экспертов в области охраны окружающей среды, среди юристов, которые специализируются на экологических вопросах. Тем самым Орхус-центр заслужил доверие в обществе. И результаты себя не заставили долго ждать. Сейчас, допустим, Орхус-центр будет переезжать уже в новое здание. Со стороны государственной инспекции по экологическому и техническому контролю было, значит, сделано предложение по выделению места бесплатно. Это вот прошло 10 лет, и сейчас Орхус-центр у нас будет вообще переезжать уже на новое место. И, естественно, мы ожидаем больше результатов. А результаты, если говорить конкретно, было проведено более 40 информационных различных кампаний по экологическим вопросам. Было проведено и охвачено более 9 тысяч местного населения конкретно, то есть это прямых людей, которые были обучены по тем или иным экологическим вопросам. То есть по большей части принимает участие именно местное население южное. Да. Дело в том, что вот мы сейчас смотрели опрос, давайте просто сравним. Если вот сейчас такой же опрос провести, может быть, где-то в регионах Кыргызстана, я думаю, что ответы будут разные. Почему? Потому что у всех все-таки разные условия жизни. В центре, допустим, в столице люди имеют определенный другой доступ к тем или иным ресурсам. Вот на примере то, что рассказывала Эльмира, в Исфане люди имеют совершенно другой доступ. И поэтому, в том числе ОБСЕ направляет свою деятельность там, где есть проблемы, там, где нужно помочь местному населению, местным органам государственной власти, местной общественности в решении этих проблем только совместным путем. А вот проект относительно озера Иссык-Куль. Расскажите, пожалуйста, кому пришла идея? Опять же, к вам кто-то обратился с подобной идеей, предложением, или это была больше инициатива ОБСЕ? Расскажите, пожалуйста, Эльмир, нам. Ну, эта акция проводится не впервые в Кыргызстане. Я знаю, что в прошлом году подобная акция проводилась. Правда, ныряли не так глубоко, если так можно сказать, да. Но в этом году новизна в том, что собираются привлечь еще и профессиональных дайверов. Однако к нам обратились с таким предложением именно представители Государственного агентства охраны окружающей среды. То есть это была их заинтересованность, а так как это входит в мандат Центра ОБСЕ, то есть поддержание чистоты водных ресурсов, тем более, что в этом году, точнее 2014-2015 год, председательством Сербии и Швейцарии было единогласно принято решение как определить устойчивое управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ, то есть стран-участниц, которых насчитывается не менее 57, как приоритетные направления по деятельности. Поэтому мы очень рады были, когда у нас и проект водного музея тоже подошел, то есть к определенной завершающей стадии, когда мы смогли уже открыться. Данная акция по озеру Иссык-Куль, она пройдет в один день или это будет очень длительный период времени и, соответственно, будут такие же масштабные результаты? Вы знаете, конечно, это не один день. И как планируется, эта акция достаточно масштабная, то есть она займет минимум примерно неделю.
неделю. Но календарные сроки, график, команды, все в данный момент как раз-таки комплектуется и В устанавливается. скором времени вы уже нам расскажете и покажете. Обязательно. соответственно. Хорошо. А сейчас, уважаемые телезрители, напомню, телефон наш 59-20-01. Вы смотрите программу «Кефир» на телеканале Киимуз. Также хочу упомянуть, что в социальных наших сетях можно посмотреть все выпуски программ, если вдруг вы пропустили по тем или иным причинам наш эфир. Поэтому всегда можете оставаться вместе с нами. Сейчас я предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу, а после этого мы также продолжим обсуждение темы водных ресурсов Кыргызстана. Присоединяйтесь к нам. Остаются считанные минуты до конца нашей программы. Напоминаю, что вы смотрите программу «Кефир» на телеканале Киимуз и номер прямого эфира 59-20-01. Говорим мы про экологические проблемы и их решения на территории нашей страны. У нас телезрители есть на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, вас не очень хорошо слышно. Говорите, пожалуйста, чуть погромче. Меня зовут Айбек, я звоню из Бишкека. Я хотел задать вопрос Эльмире. Слушаем вас. Эльмира, здравствуйте. Я хотел задать вопрос касательно, какие мероприятия вы проводите или какую деятельность Центр ОБСЕ в Бишкеке поддерживает касательно регионального сотрудничества в области эффективного использования водных ресурсов. Хорошо, спасибо большое. Вас, к сожалению, очень плохо слышно, но первый вопрос я услышала отчетливо. Какие мероприятия вы проводите и какие планируете, как я поняла? Спасибо за активность нашему телезрителю. Эльмира, отметим на вопрос. Мероприятия касательно именно водного музея, Да. либо... Но касательно водных ресурсов, я так поняла. Если мы остановимся конкретно на музее воды, то в данный момент прорисовывается, разрабатывается финансовая схема сама. Как я уже ранее говорила о том, что необходимо сделать этот музей доступным, то есть не делать слишком высокие ставки на билеты для посетителей. Но в данный момент рассматривается цена очень доступная для местного населения. Кроме этого, устанавливаются контакты с Министерством образования и не устанавливается, то есть прорабатывается именно календарный график посещения для школьников, учащихся всех школ города Бишкек. И музей, часть лаборатории музея будет использоваться для студентов водных специальностей, так называемых, самого аграрного университета в том числе. То есть, и, конечно, прорабатываются и рекламные кампании и так далее. То есть идет, в принципе, большая информационная, то есть политика в плане привлечения посетителей в музей. А вот хотелось бы вопрос задать вам относительно фотовыставки, которая представлена в рамках музея, которая приковывает, я думаю, большое внимание всех посетителей, так как видно, что фотограф наверняка со всей командой объездил всю страну. Там не только озеро Иссык-Куль представлено, как мы привыкли видеть на картинках, а также водохранилище и даже про все устья Иссык-Куля по отдельности сказано. Расскажите, пожалуйста, это вот больше было экспромтом все снято, либо были вот поставлены конкретные цели, что такие-такие-то зоны мы должны осветить и показать в рамках выставки? Видите, на разработку и создание музея ушло немалое время. И, конечно, в ходе реализации этого проекта было совершено немало других различных проектов, которые связаны были с командировками по Кыргызстану. И, конечно же, те фотографии, картины, которые представлены, они были сняты в ходе вот этих командировок и разъездов. То есть показаны именно проблемные зоны? Конечно, старались и акцентировать внимание на проблемных зонах. То есть там есть ребенок, который сидит у, как сказать, у шланга с водой и набирает там воду, допустим, либо ребенок, который играется в каком-то источнике воды, тоже, в принципе, наземном, и, может быть, и пьет оттуда воду. Кроме этого, были использованы фотографии. Но, знаете, некоторые фотографии, которые мы планировали использовать совместно с нашими партнерами, конечно же, не вошли. А по каким причинам не вошли? Вы знаете, мы подумали, что это
будет чересчур... Отпугивать людей, да? Отпугивать людей, да. Например, можно сказать о фотографиях, которые были сделаны в музее до того, как начались все декораторские ремонтные работы. То есть сам по себе корпус стоял закрытым на протяжении очень многих лет, так как Я знаю, он даже даже в запущенном состоянии. в очень сильно запущенном состоянии. То есть можно даже рассказать историю, о которой рассказывала коллега, которая занимала позицию ранее меня в данном департаменте, о том, что наш проектный координатор на тот момент он был в таком шоке от запущения этого здания, что он говорил: найдите другое помещение, и все. А почему же Зачем? именно остановили выбор на данном помещении? Но это лучшее помещение, которое можно было придумать. То есть, во-первых, там даже имея в виду именно тематику водных ресурсов, помещение лучше невозможно было придумать, потому что там уже были размещены лаборатории, то есть и гидронасосные станции, и водонаборные заборы и так далее. То есть то, что было использовано раньше в ходе обучения студентов. И сам корпус был закрыт, крыша протекала, он назывался просто «Мокрый корпус». У него было такое прозвище, название. Теперь водный корпус. Теперь это да. Теперь. И кроме этого, знаете, работы в данный момент все еще продолжаются, потому что, в принципе, и помещений, и всего еще достаточно, где работать. И мы дальше предлагаем и привлекаем дополнительных партнеров для реализации. Отлично. У нас программа, к сожалению, подходит к своему логическому завершению, поэтому, я думаю, символично будет задать вопросы о предстоящих ваших планах, также еще раз обозначить их, чтобы мы знали, к чему готовиться и чего ждать от ОБСЕ. Давайте начнем, наверное, с Дмитрия Пруцких, и после этого дадим слово Эльмире. Ну, я уже неоднократно анонсировал. В ближайшее время, 7 мая, мы планируем открытие Орхусского центра в городе Бишкеке. И активное продвижение деятельности данного Орхус-центра на протяжении 2015 года совместно с агентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской республики именно на севере Кыргызстана, для того, чтобы немножечко посмотреть, насколько есть желание, может быть, местных органов государственной власти, жителей по созданию подобных орхусских центров на севере, в северных регионах, будем так говорить, Кыргызстана. И сейчас мы даже разработали для наших орхусских центров и для агентства, в первую очередь, по охране окружающей среды и лесного хозяйства, целую стратегию развития деятельности орхус-центров на 2015-2018 годы. Это уникальная стратегия, опять же... На целых 3 года. На целых 3 года. Это среднесрочная стратегия, которая позволит привлечь внимание донорских средств, привлечь внимание государственных органов, министерств и ведомств к реализации Орхусской конвенции и, конечно, будет способствовать агентству по охране окружающей среды и лесному хозяйству реализации принципов Орхусской конвенции в Кыргызской республике. Спасибо большое. И, Эльмир, также вам слово. Осталось сказать, что открытие водного музея для широкой публики, оно планируется в июне месяце этого года. И мы надеемся, что как раз-таки во время школьных каникул множество детей, школьников, родителей с детьми, взрослых студентов, все придут к нам посмотреть, что же такое там смастерили все наши дизайнеры. А сейчас уже можно посмотреть, зато посетить водный музей. Он же, как я поняла, вообще доступен для всех, не только для студентов. Конечно, конечно. Напомню, что музей находится на территории Аграрного университета, и он является единственным и уникальным на территории Центральной Азии. К сожалению, пришло время попрощаться, но я думаю, что уже о других проектах мы поговорим в рамках наших следующих программ. Спасибо вам большое за развернутую интересную беседу. Успехов вам желаю в вашем нелегком поприще. И спасибо, уважаемые телезрители, за внимание. Я с вами прощаюсь, но ненадолго, так как неделя только началась. Каждый вечер вас ждут самые интересные, самые увлекательные, самые познавательные темы на телеканале Кеймус. Смотрели вы программу «Кефир». С вами была я, Айджема Осмонова, ведущая данной программы. Партнерами нашими является компания «Шаро», «Родниковая вода Легенда», а также холдинг «Ассоль», в котором как раз-таки сейчас проходит кастинг на конкурсы
коллекции мини-мисс и мини-мистер, а также множество других услуг представлены, дорогие друзья, в данном холдинге. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами вновь завтра в 19:30 на телеканале Кей-Муз. Всем пока!